Зачем? Вырастет у человека детей, внуки, может быть и старики у него, сидят друг на друга, смотрят представители МВД, и МИД, и судьи, врут просто простого таджикского народа. Я говорил в суде же, я обязательно буду обращаться в сегодняшний день к президенту Таджикистана и буду просить, что он принял меня. Я должен до президента Таджикистана довести, что происходит в этой стране. Господин Шарипов, такой вопрос. Довольны вы решением суда? Не удивило ли вас решение суда? И каково оно было? Вы можете озвучить слова судьи, почему вам было отказано в исковом заявлении? Я получу большое удовольствие. Я, как правозащитник, как международный правозащитник, различные титулы у меня мирового сообщества. Председатель, президент Федерации федеральных работ. Много раз я принимал, может быть, сотни раз принимал участие в различных судебных системах и в России, и за пределами России. Но я здесь вообще, как сидел, получал, что я якобы где-то нахожусь, сейчас должен судья подойти. Хотя мне давно было известно, что судья не в состоянии принимать однозначно меры, потому что гражданин Шарипов является не гражданином Таджикистана. Это реально. Практически более 200 страниц различные справки им предоставили. Озвучите решение. Да. Ну, решение суда, вот буквально зачитал, он считал, что заявление, которое подал Карамат Шарипов, без слова гражданина, значит, не подлежит к дальнейшему рассмотрению. Хотя он рассматривает, почему так считал, но он дает обратно к тому, что вы имеете право обжаловать данное решение районного суда на уровень городского, верховного и конституционного суда. Но мы этого хотели, мы туда идем, вместе с вами будем идти, скорее всего. Потому что средства массовой информации главное сегодня для каждого из нас. Обратите внимание на российские проблемы. Там возможно закрыть любого журналиста или просто человек, гражданин России, сразу появляются журналисты Российской Федерации. А благодаря вас, я не вижу, и тогда я не видел, и сейчас не вижу таджикские наши СМИ. Где они спят, может вообще им не интересно это все. А теперь что вы будете делать? Буквально вот в течение 5 дней, как он нам обещал, что даст нам протокол переводчика, потому что там все зафиксировано было. Наше выступление, доверенное лицо у меня, соответственно, там имеет свою точку зрения, и люди, которые выступили. И последующий идет буквально вот в течение там, если 5, максимум 10 дней, уже будет передано в городской суд города Душанбе, чтобы быстрее нам проходить Верховный суд Европейский. Я хочу, чтобы если они заверят к тому, что я гражданин Таджикистана, пускай об этом утверждает и убеждает меня Конституция Таджикистана. Тогда я посмотрю, как это будет на эта реакция извне. Вы обратите внимание, сегодня был приговор был 9 миллионов населения Таджикистана. Просто открывали они для зарубежных структур двери к Таджикистану. Любой гражданин, который когда-то родился в Таджикистане, он не является гражданином Таджикистана. Так нельзя делать. Люди ушли, все, их нет, Конституцию провели. Не признали Конституцию ни судья, и ни представители МВД, ни представители Министерства иностранных дел. Другая сторона, но они же не имеют представления. А чем нам закрывать глаза? Они буквально не имеют представления, они далек от закона. Они, может быть, вообще не читали. Они все перепутают, документы не знают, как они составили. Все подлог называемый, ложную информацию передавали. Абсолютно ложную информацию передавали судью. Жалко судью. Мне жалко судью. Но судья это делает свое дело. Может, эта карьера судья закончилась тоже благодаря этим людям в дальнейшем. Будем надеяться. Вы ходатайствовали в прошлый раз о предоставлении определенных документов представителями органов. Были предоставлены ли эти ходатайства, были удовлетворены ваши мнения? Ничего не нашли. Наше ходатайство было к тому, что предоставить запрос между Таджикистаном и Россией. На каком основании Россия предоставила им такую бумагу? Они написали, нет такого, нету. Каким это является на уровне государства, секретный документ. Ну хорошо, но судья затребовал, они даже судью не признали. Представители МВД и МИД судью не признали, присутствовали Радио Свободы, вы там присутствовали же. Тогда вы присутствовали, тогда и другие были. Не признает МВД даже судебный систему Таджикистана. И то, что вот мы передавали, судья буквально сидел и читал и принимал такого-то решения. Ну, там давно было известно, районный суд. Ну, долго он рассматривал, больше 1,5 месяца. Хотя это недолго, административно это не быстро рассматривается. Потому что дальше у нас лучше будет. Мы пройдем. А то, что МВД Таджикистана предъявляет много документов, что вы являетесь гражданином Таджикистана? Да откуда документы? У них были, у них единственное
адресные справки. В 80-м году. И также в 80-м году отмечено, что Карамат Шарипов выписан. Выписан вообще. Но они взяли, где обратно вошел, снизу опять вычеркивали. И показывают судью. Надо нам, знаете, нам всегда Всевышний пророк Мухаммед сказал самое главное. Если хотите жить на этой земле, давайте правду ищем. Берите прямой путь. Это ваш путь, который пророк нам сказал. Зачем? Вырастет у человека детей, внуки, может быть и старики у него. Сидеть друг на друга смотрят представители МВД или МИД и судьи. Врут просто простого таджикского народа. Я говорил в суде же. Я обязательно буду обращаться в сегодняшний день к президенту Таджикистана и буду просить, что он принял меня. Я должен до президента Таджикистана довести, что происходит в этой стране, где является для нас святой же. Так нельзя делать дальше. Невиновных обвинять, соответственно, близких не трогать в совершении преступлений. Я буду стараться к тому, что отправим письмо, будем добиваться как-то и вас сообщим. Единственный путь, я видел после судебной системы, после всех наших обращений, остается сам господин Рахмон Гаймарев. Президент страны, для меня он председатель таджиков мира. Я его приветствую. А если он не ответит, Но обратите внимание, человек уже признан что председателем вы будете таджиков. делать? Но все-таки мы дойдем до Европы. Вся Европа находится, и Таджикистан, и Россия. Все хотят цивилизованной жизни, цивилизованный мир. Хотят поехать в Европу, там добиваться правды. Таджикистан страна, которая говорит, горжусь, различные наши дипломатические отношения. Но давай тогда сначала в собственном доме наведем порядок. В судебной системе, в МВДшнике милицейскому, комитет безопасности и в администрации. Тогда у нас будет уважение со стороны же. Мы же не можем каждый проходящий мимо обвинять по статье уже. Потому что он виноват, что родился таджиком. Причина то, что Карамат находится в Таджикистане, я им сегодня высказал при вас. Задача была главная. Убрать Карамату Шариф, потому что рейтинг этого человека поднимается среди трудовых мигрантов. А у каждого трудового мигранта из миллиона по 3 человека. Практически 5 миллионов. Вот это и есть основной удар, который нанесли сегодня по таджику, по Карамату Шарифу. Больше у них нет других причин. Почему? Ну, привели второй пример. Наталья, которая женщина, русская в Казахстане. Она же вместе со мной получается. Ей оставили получать паспорт российский, а меня сказали, что каким-то рейсом вас перебросим в Куляб. Это вот сделано было. Сделано кем-то. Сделано, мы как говорим, нашими братьями, нашими соотечественниками, нашими чиновниками. Понимаете, такая власть всегда такая картина. Я без паспорта, без ничего. Не буду брать паспорт, я вам открыто говорю. От паспорта Таджикистана никогда не старался, я его не хочу иметь. Сотни, может быть даже процентов, 90% тех, которые уволились с МВД, с безопасности, с Минобороны, они все почти получили паспорта российские для чего? Получить пенсию. А почему? Каждый там пенсии получает. Любите Таджикистан, вы же генералы же. А что там в Москве ищете деньги, пенсию свою? Миллионы таджиков нуждаются, кусок хлеба, они покинули территорию Таджикистана. Из подобных судей будет, конечно, руководство этого никогда знать не будет. Справки, которые вы давал бюро, так называемое, до вчерашнего времени был Карамат Шариф родился 8 апреля, а сегодня принести справку, что я родился 1 апреля. Форма номер 1 показывает, что я снят с учета 1987 года. Они говорят, вы не сняты. Я говорю, сзади можете пройти? Я говорю, где сзади? Надо перевернуть эту бумагу, форма 1. И сзади написано, а что вы хотите дальше? Чужого гражданина привели в Таджикистан. Чужого. Тогда хорошо, дайте мне пенсию, дайте, соответственно, мне жилье. Я же не просил у вас. Я вам нужен, предоставьте. Поэтому надо с умом решать на уровне государства. Это тема государства, тема политики. Это очень, поймите, это для сегодняшний день надо быть очень-очень осторожным. спасибо. Да, удачи.